Школы города Якутска готовы перейти на дистанционное обучение детей. Каникулы подходят к концу, а учителя столичных школ готовятся к онлайн-урокам. Как будут вести занятия и готовы ли дети обучаться с помощью современных технологий? Узнаем из материала Дмитрия Тымырова. Удалили лишние записи, я пишу вам примеры. Умножаем двузначное на однозначное. Тестовая проверка и подключение с учениками. Вот чем занимаются учителя городских школ во время весенних каникул, до окончания которых остались считанные дни. Мы учимся заходить, выходить, открывать доски, устанавливать свои ники, устанавливаем правила, по которым мы будем работать, чтобы соблюдать и тишину, и работать самостоятельно. И уже со следующей недели они полностью перейдут на дистанционное обучение. Мы вносим корректировки в наши рабочие программы, в тематическое планирование. В нашей школе разработаны рабочие листы, которые мы будем отправлять нашим учащимся. Это своеобразные планы уроков, чтобы дети могли видеть, чем мы будем заниматься в течение дня на каждом из предметов. Новый формат работы вносит свои коррективы не только в образовательную программу школ, но и в организацию всего учебного процесса. Продолжительность уроков в течение дня у ребенка 11-12 лет, 1,5 часа. То есть в день у нас будет 6 уроков по 30 минут. Но из этих 30 минут для работы за компьютером дается только 15 минут. Для каждого школьного звена эти нормы разнятся. Также по выбору учителя определяется и форма передачи знаний учащимся. Это не только онлайн-уроки, но и обучение через специальные образовательные площадки. Наша школа уже 4-й год использует платформу Я-класс для проведения дистанционных уроков. Я сейчас немножко расскажу о возможностях этой системы. Итак, первое, что нужно сказать, что Я-класс, он интегрирован с сетевым городом, то есть с тем электронным журналом, который используется у нас в республике. То есть ребенок из сетевого города может сразу по ссылке перейти на Я-класс и не заморачиваться по поводу выбора место своего обучения. Оно будет назначено автоматически. Выбор платформ для работы с детьми дает возможность найти оптимальный метод взаимодействия участников образовательного процесса. У меня в классе 31 ученик. Есть дети, которые закончили программу 4 класса, и у меня есть возможность перевести их в 5. То есть на данный момент у меня уже 11 человек в 5 классе по программе русского языка, потому что они программу 4 класса освоили и закончили. Платформа постоянно обновляется. Дети у нас занимаются с удовольствием, охват 100%. Детям действительно очень нравится. Во время тестового подключения большинство школьников отозвались о дистанционном обучении положительно. Мне нравится, довольно удобно очень. Алеша? Мне удобно, но только писать немного трудно. Айтал? Света? Мне удобно. А что вам нравится, Тимур? Меня все устраивает. Света? Мне нравится здесь писать. Алеша Колокольцев? Мне нравится, как на доске решать. На особом контроле у педагогов конечно-выпускные классы. Для них предметники выбрали дистанционный метод обучения без онлайн-подключения. Это гораздо удобнее как для учителей, так и для учащихся. Им не обязательно сидеть именно за компьютером, ведь они есть не у каждого школьника. А через подобные платформы домашние задания можно выполнять с любого гаджета. Нужен только выход в интернет. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск.